Казахская белоголовая, она же Акбас, это полноправный символ мясного скотоводства Казахстана. Около 60% племенного поголовья страны составляет именно эта порода. Акбасы – гордость местных животноводов, и для этого есть все основания. Ведь казахская белоголовая идеально приспособлена к местным условиям, что положительно сказывается на привесах и общем состоянии животных, а соответственно и на рентабельности фермеров. Как формировалась порода, в чем ее особенности и почему говорят, что акбасы прощают все ошибки при выращивании, поговорим сегодня на канале Байболсен. Становление акбаса как породы началось с 30-х годов 20 века. Тогда на территории Казахстана и юго-восточной части России велась работа по повышению устойчивости местного скота к выпасу и усилению мясных качеств животных. Улучшали поголовье на базе хозяйств в 68 районах Казахстана путем скрещивания казахского и калмыцкого скота с быками породы Герефорд, привезенными из Англии и Уругвая. В результате селекционеры получили животных, которые от аборигенного скота взяли выносливость и приспособленность к континентальному климату, а от Герефорда унаследовали отличные мясные качества. И уже в 1950 году указом Совета министров была утверждена новая порода – казахская белоголовая, которую местные жители назвали благословенным скотом. Новую породу крупного рогатого скота казахская белоголовая вывел Волгашинский племенной совхоз. Это уникальная порода, единственная мясного направления, которая за счет селекции, многолетнего труда была создана, апробирована и до сегодняшнего дня, по сегодняшний день существует в Казахстане. Группа ученых, занимавшаяся выведением породы, в 1951 году получила государственные премии СССР. Скот постепенно распространялся по животноводческим хозяйствам страны, преимущественно в западных и восточных регионах, и уже в 80-х годах показывал рекордные привесы. Например, на испытательных станциях совхозов Анкаты и Шапай бычки акбаса набирали по 1600 грамм в сутки и достигали 600 килограмм за 15 месяцев. К достижениям того времени относят также корову Пани 132 и быка Бруска 258 из хозяйства Калбатау. Их вес составлял 1036 килограмм и 1400 килограмм соответственно. В 1991 году общее поголовье КРС казахской белоголовой породы в стране достигло 1,5 миллиона голов. Но далее в истории породы настал сложный период. Экономическая нестабильность после распада СССР повлекла за собой резкое падение поголовья и массовое закрытие племенных хозяйств в республике. С каждым годом численность казахской белоголовой стремительно падала. Были трудности у нас в 90-х годах, когда как раз именно переходной период, когда переходили именно из СССР в независимый Казахстан. В этот период были небольшие трудности, но племзавод Алабата четко устоял в эти трудные дни. Тогда не хватало, не было ни электроэнергии, не было ни горюче-смазочных материалов, не хватало, ни техники, запчастей техники не было. Тогда животноводы, эти потомственные животноводы, арбалармен, на бричках, на лошадях развозили корма, кормили скот, ночевали в базах, вместе со скотом принимали отел, выдержали, племенное ядро не потерялось, маточные поголовья сохранили. Но исчезнуть породе не дали, и в 2012 году после запуска государственной программы развития мясного животноводства «Сыбага» началось возрождение племенного казахстанского скота. Большую роль сыграло и появление Республиканской палаты казахской белоголовой породы. Со временем поголовье акбаса в стране начало стремительно расти. Это самая крупная порода, она превышает по своему количеству все другие ассоциации вместе взятые, включая молочные. Поэтому у нашего народа с ним связаны определенные патриотические чувства, потому что это единственная порода, которая даже в советское время получила название с элементами слов самого народа, правильно, да? Это единственная порода. И это определенную накладывает ответственность на современников, потому что ее практически потеряли до 2010 года, но когда, как бы кому-то, может, не нравилось, но с моментом, когда началась модернизация и отменили так называемые племенные заводы, племенные репродукторы и внедрили республиканские палаты, началось возрождение определенное, началась консолидация этих фермеров.
Стандартом породы считается красная масть разных оттенков, преимущественно темно-красная. Особенностью является белый окрас головы, подгрудка, нижней части брюха и ног, а также кисточки хвоста. Иногда могут встречаться белые отметины на холке и крестце. Порода имеет как камолый тип, так и рогатый. Носовое зеркало розовое. Средний рост животных 123-125 см. Средний вес около 500 кг для коров и до 1000 кг для бычков. Ноги короткие, туловище массивное, бочкообразное и пропорциональное, более схожие с представителями герефордской породы. Хорошо развита мускулатура. Шея короткая, грудь широкая и глубокая. Подгрудок ярко выражен. Ближе к зиме акбасы активно набирают вес. Шерсть утолщается, стает длинной и иногда курчавой. Летом животные линяют. Волосяной покров меняется на короткий, гладкий и блестящий. Система содержания казахской белоголовой стойлово-пастбищная. Но поскольку акбасы имеют крепкое здоровье и высокую адаптированность к резко-континентальному климату, большую часть времени года они могут содержаться на открытом пространстве. В летнее время стада выгоняют на пастбища. Там они могут пребывать и зимой, но при наличии остатков травы. Выгульный беспривязный способ комфортен и для самих животных, и наиболее эффективен для хозяйства. Нет необходимости строить помещение, потому что само постройка помещения делает проект невыгодным, да, он становится непривлекательным. Большие затраты. Это раз, то, что вы строительство затраты, второе, это обслуживание, да, третье, это ваша рабочая сила, потому что очень много нужно будет рабочей силы, которая будет внутри убираться и так далее, кормить скот. И там куча своих еще вопросов, возникают и именно проблемы со здоровьем. Вы должны правильную вентиляцию ставить, но вопросов очень много на самом деле. И вот открытый метод мы считаем, что для Казахстана он наиболее приемлемый. Мы уже работаем с открытым методом более 10 лет, и мы видим, что есть определенные плюсы. Понятное дело, может быть, это немножко некомфортно для нас, самих работников, да, может быть, это некомфортно для ребят-механизаторов, да, но со стороны бизнеса, именно со стороны экономики, это наиболее подходящий и оптимальный метод содержания в условиях Казахстана. При содержании в загонах нужно учитывать потребности животных в свободном пространстве. Скоту не должно быть тесно. В качестве сухой подстилки используют солому. Толщина настила не менее 30 см. Важно следить за сухостью в загонах и ежедневно подсыпать новый слой соломы из расчета 1-3 кг на одну голову. Выгульную площадку рекомендуют обустраивать с южной стороны коровника, расположив кормушки по краям всего периметра. Размеры определяют, исходя из величины стада. На одну особь нужно обеспечить не менее 20 квадратных метров свободного пространства. Такая площадка подойдет для круглогодичного выгула, а на время самых сильных морозов скот можно закрывать в коровнике. В некоторых хозяйствах с этой целью сооружают специальные помещения. Условия содержания мясного скота очень простая. Вот вы видите, база очень просто сделана, мы хозпособ строим. Самое главное, не должен быть сквозняк для телят, для коров. Вот мы как зимой, вот зимуют они. Там середина они перегораживают для телят, делают глубокую постилку. Потом скот кормим мы на улице. Утром скотник приходит, телят выпускает, они мать пососут молоко, все отбили, коров выгнали. Так? Потом еще перегораживать маленький, отдельно делать, тоже постилку. Ну, бывает глубоко стельно. Отделяют, отделились, все туда, пелен пускают. Коров кормим на улице. Все очень просто. Вода, соль, корма. И вечером загоняют при морозе. Все элементарно. Акбасов ценят за устойчивость к жаре и морозам, хорошие показатели на откорме и высокие приросты живой массы. Скот хорошо нагуливается, легко преодолевает большие расстояния при перегонах и способен набирать вес даже на скудных пастбищах без дополнительной подкормки. Долго может находиться без воды. Исходя из этих характеристик, акбасы хорошо подойдут начинающему фермеру. Ежедневный привес колеблется в диапазоне 1000-1600 грамм. Возраст первого отела 15-18 месяцев. В некоторых хозяйствах коровы могут телиться 2 раза в год, например, в январе и осенью. Отел обычно происходит легко. Вес телят при рождении 27-30 кг. Через 8 месяцев выращивания на подсосе животные в среднем достигают 220-270 кг. Убойный выход казахской белоголовой 55-65%, в зависимости от рациона и условий содержания. Благодаря прослойкам жира между мышцами, мясо акбасов сочное с хорошей мраморностью. Среднегодовой удой на одну корову составляет 1,5-2 тонны молока. Жирность 3,5
3,8-3,9%, но в отдельных случаях может достигать и 4,8%. Казахская белоголовая может продуктивно использоваться в стаде 10-12 лет. Для улучшения поведения коров рекомендуют соблюдать циклы их жизнедеятельности. Например, осеменение лучше проводить в конце весны или начале лета. Некоторые коровы имеют по 12 отелов, и это еще один показатель выносливости акбасов. Несмотря на крепкое здоровье, акбасы также требуют ответственного подхода к ветеринарным обработкам и своевременного вакцинирования. Кроме того, при содержании скота в стадах существует опасность респираторных, вирусных и других инфекционных заболеваний, поэтому важно проводить профилактические мероприятия для минимизации этих рисков. У нас задействована машина, вот ГАЗ-53 с установкой дуком. Мы дезинфицируем скотопомещение, раствор делаем формалин. И полностью базой, как после очистки баз, дезинфицируем все скотопомещения. После, например, вот приезжаем на ВПСА, обрабатываем телят, сперва разбавляем с водой АСД-3 для наружного применения и заливаем креолин. Также его размешиваем и обрабатываем полностью все поголовье. Местные селекционеры постоянно ведут работы над улучшением характеристик породы, и для обновления крови казахстанские фермеры завозят племенной скот казахской белоголовой из-за рубежа. А при скрещивании акбасов с молочными породами КРС потомство отличается высокими нагульными и откормочными качествами. Также часто для улучшения породных характеристик акбасов скрещивают с герефордами. Поскольку до этого я работал в палате Герефорд, то ко мне практически подходили все крупные хозяйства, члены палаты казахской белоголовой, и просили им помочь подобрать семя или купить быков породы Герефорд для того, чтобы они могли пролить кровь более высокорослых, более растянутых животных. Таким образом, они могли бы улучшить свою генетику. То есть это правильный, хороший способ, но он должен быть сделан с пониманием. Потому что этим баловаться без разбору, то можно те гены минимальные, которые остаются от аборигенного скота, те качества выносливости просто разбавить в объемном количестве крови иностранной породы Герефорд. Неприхотливость в кормах – это одно из главных преимуществ казахской белоголовой. Именно за это ее так ценят многие животноводы. Скот казахской белоголовой породы хорошо переносит засушливые условия содержания, приспособлен к сезонным изменениям уровня и типа кормления и продолжает набирать вес даже на скудных пастбищах. Но несмотря на это, качественные корма – залог успешной зимовки. В рационе акбасов основную часть составляют зеленые корма, солома и сено. Кроме того, добавляют соду и мел. Зимой животные питаются силосом из скошенной травы, побегов кукурузы и подсолнуха. Также в меню есть дробленое зерно, бобовые, иногда свекла и кабачки. Для получения более высоких привесов рацион бычков обогащают премиксами, зимой добавляют концентраты. Доля грубых кормов может составлять 45%. В рационе питания животных, кроме сочных кормов, есть грубые корма, концентрированные корма и протеин. На откормочнике, где стоят бычки и телочки, нам постоянно надо после отбивки, чтобы они не потеряли кондицию, давать хороший корм. Но вот маточному поголовью до постановки на ферму, в зимний период времени, это получается, если сегодня 16 ноября, при такой погоде они еще могут попастись условно до 5-10 декабря, лишь бы не было глубокого снега. Морозов-то они не боятся никаких. То период стояния скотопомещения у нас составит полмесяца декабря, январь, февраль, и это составит примерно 3 месяца, 90 дней. Заготовку кормов мы в среднем ориентируем на 120-150 дней. Бывают такие зимы, когда и 180 дней простоишь, когда невозможно выйти на пастбище. Но этот год он благодатный, видите, вот поголовье не боится. И все гурты, не теряя упитанности, ходят на чистой природе. Молодняк после отъема кормят полноценно. Сено, зеленая подкормка, концентрированные корма, соль, мел. Биологической особенностью породы является повышенное жироотложение. За летний период коровы способны запасти 40-50 кг внутреннего жира, который организм использует в зимнее время и при недостатке кормов. При этом животное теряет вес, но мышечная масса остается прежней. При самостоятельной заготовке кормовой базы продуктивность разведения породы может достигать 90%.
Преимуществами казахской белоголовой является выносливость и максимальная адаптация к условиям казахских степей и малопродуктивных пастбищ, набор массы даже в условиях засухи и бескормицы. Также это хороший теплообмен и приспосабливаемость к температурным крайностям. На протяжении года животные 2 раза сменяют шерсть, что помогает выдерживать жару в плюс 50 и морозы до минус 40. Даже в самых засушливых регионах страны в крайне жаркий день вы сможете увидеть казахскую белоголовую на пастбищах. Безусловно, для организма этих животных такие температуры тоже стресс, но переносят его акбасы более спокойно, в отличие от других пород. Кроме того, скот имеет хорошую нагульную способность, не предрасположен к болезням и имеет крепкий иммунитет. По ветеринарным даже требованиям у них, я думаю, они наименее требовательны. Допустим, если сравнивать с импортным скотом, тем же Ангус и Герефорд, то есть там необходимы дорогие вакцины, специальные программы мероприятий. По казахскому белоголовому все, мне кажется, намного проще в этом плане. Поэтому это выбор номер 1 среди фермеров Казахстана. Шкура казахской белоголовой очень плотная, поэтому высоко ценится среди производителей кожаных изделий. Также преимуществом казахской белоголовой является скороспелость. Акбасы хорошо набирают вес, и при качественном уходе в 6 месяцев молодняк может достигать 450 кг. У коров на высоком уровне развит материнский инстинкт. Помощь ветеринара во время отела не требуется. О телятах коровы заботятся, пока те не станут самостоятельными. Для фермера это удобно и выгодно. Она как бы может питаться в любом регионе страны тем, что дает фермер, при этом максимально сохранять свои качества, но очень плодовитая, выносит в любых условиях свой плод, она выносит. У матери всегда находится молоко, жирность молока очень высокая и как бы хватает телятам для того, чтобы быть в кондиции и вырастать. То есть дешевое мясо. Недостатки этого скота можно отметить только в сравнении с другими породами, в частности с герефордами, поскольку это основной конкурент акбасов. Своему прародителю казахская белоголовая уступает по скороспелости и набору массы к определенному возрасту. Одним из недостатков акбаса закупщики называют слишком высокую жирность мяса. Это происходит из-за генетической способности накапливать жир перед длительным содержанием в холодное время года. Также у казахской белоголовой узкие скелетные кости, которые не позволяют ей набирать много мышечной массы и отъедаться свыше 1000 кг. В целом, отечественные мясные породы отличаются тем, что в процессе их разведения селекционеры делают акцент на получение большего количества продукции при наименьших затратах. В свою очередь, за рубежом десятилетиями селекционеры работают над тем, чтобы повышать объемы производства мяса без потери качества продукции. Опыт мировой показывает, что племенное животноводство в массе своей себя чувствует хорошо не в крупных хозяйствах и крупных холдингах, которые нацелены на другие обороты, на другие денежные потоки. Они себя чувствуют более удачно, более уверенно в мелких подворных хозяйствах или мелких крестьянских хозяйствах, не подворных крестьянских, в маленьких ТОшках, где поголовье не превышает в районе 250-200 голов. И это тоже особенность определенной нашей палаты, нашей породы, потому что в отличие от других пород, у нас нету заводчиков, которые бы под одной крышей объединяли там более 3 или 5 тысяч голов, как это представлено в других ассоциациях. И таким образом, в принципе, есть плюсы, есть минусы, но в целом сейчас можно сказать, что проект республиканских палат он себя полностью оправдал. Поголовье акбасов в Казахстане по состоянию на 2021 год составляло 470 тысяч голов. Это самая многочисленная порода в стране. Казахскую белоголовую разводят почти во всех областях. Больше всего в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской. Также акбасы широко распространены в регионах России, Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси и Украины. Родословная казахской белоголовой включает 32-33 вида, в частности, североказахстанский алабата, западно-казахстанский региональный, крупнотелый анкаты и чагатай. Апробацию в Российской Федерации прошли типы заволжский и магойтуй. В племенном хозяйстве Шалабай содержится 1500 голов маточного стада акбасов. Компания занимается улучшением племенных качеств казахской белоголовой во всей стране и работает по канадской технологии GrowSafe. Эта система 65 дней считывает данные с каждого животного и отбирает лучших представителей породы по показателю конверсии корма. Отобранных бычков пускают в случку, и если потомство подтвердит качество родителей, именно их семя будет отбираться и классифицироваться как от бычков с лучшей генетикой. Данная группа животных сейчас готовится к постановке на систему GrowSafe, вот справа от нас, для того, чтобы отобрать лучших особей казахской белоголовой породы
которые, в свою очередь, поедая меньше корма, будут давать большие привесы. И третьим фактором, который нам необходим, это делать меньше выбросов, загрязняя атмосферу. Сегодня для всех это большая проблема считается. В агрофирме «Родина», где основу составляет молочное животноводство, также развивают и мясное направление. Для этой цели выбрали казахскую белоголовую породу. Скот закупили на племзаводе «Алабата» в Северо-Казахстанской области. Пастбища в этом регионе скудные, поэтому и остановились на акбасах. И этот выбор себя полностью оправдал во время засухи 2021 года. Акбасы чувствуют себя очень хорошо, регулярно навещая их. Скот упитанный, такой симпатичный, бодренький. Это еще раз подтверждает, что это наша порода скота, которая неприхотлива к каким-то особым условиям, кормам. Мы абсолютно не даем в летний период никаких подкормок. Скот имеет хорошую упитанность, приходит в охоту. И именно это самое яркое подтверждение тому, что ориентироваться надо в мясном скотоводстве на местные породы. Племенным репродуктором казахской белоголовой породы является фермерское хозяйство «Колос». Компания расположена неподалеку от села Привольное Северо-Казахстанской области. Первых казахских белоголовых нам завезли в 2011 году, первых 50 голов. На следующий год завезли еще 100 голов. Сейчас, в настоящее время, у нас 350 голов маточного поголовья. Животные проходят все ветеринарные мероприятия, процедуры. Все, больного этого скота у нас нет. Единственное, что бывает выбраковки, но мы тоже сразу убираем и все. Корм у нас свой, сено свое, это суданка. Она сеется каждый год и каждый год убирается. Потом. Также еще мы заготавливаем сенаж свой, силос свой, тоже кукурузу сеем. Солома, тоже все свое. Разведением казахской белоголовой занимаются и в хозяйстве «Приречная Агро». Здесь содержат 1500 акбасов, получая среднесуточные привесы в 1 килограмм. Также среди заводчиков акбаса хозяйство «Галецкое» с маточным поголовьем 800 особей. Животных содержат и на откормплощадке компании «Жаке», в холдингах «Алжа-Агро», «Казбиф», хозяйстве «Даурен» и многих других. Средняя цена за голову акбаса в Казахстане составляет 350-400 тысяч тенге. Но, например, в христианском хозяйстве «Елюбай» за телку казахской белоголовой первой категории просят 500 тысяч, а за бычка 550 тысяч тенге. В 2021 году первое место в топе реализаторов племенных акбасов в Казахстане заняла агрофирма «Приречная». Компания выставила на продажу 400 телочек, 127 бычков первой категории и 60 бычков второй категории. Мы откормом не занимаемся. Мы доводим до 200 килограмм, осенью отбиваем, сразу продаем на откорм. Кто хочет, забирает, откармливает, доводит до кондиции. Телок мы фермерам. Оставляем для себя 1 год 200 голов, остальные фермеры. То есть откорм площадки у вас нет? Нет, пока нету, потому что у нас она была раньше, когда поголовье маленькая была. А чтобы оставить, скажем, 1000 голов, надо же кормить надо же. Это кормовую базу надо увеличить. А у нас корма, которую заготавливаем, она хватает на ту поголовье, которая остается. Маточные там, телки, там, бычки и там другие. Поэтому мы не откармливаем. Организацией и координацией селекционно-племенной работы в стране занимается Республиканская палата казахской белоголовой породы. Сегодня она объединяет более 525 хозяйств. В 1950 и 1951 году за работу по выведению акбасов группа ученых получила Государственную премию СССР и Государственную премию Казахской ССР. В 2002 году путем чистопородной линейной селекции в России был создан заволжский камолый тип породы, поскольку исконные большие рога акбасов представляли неудобства при разведении. В 2021 году в Казахстане начались съемки документального фильма об акбасах. Первым пунктом съемки стала ферма «Жена-береги» в Акмолинской области. Фильм призван рассказать об истории породы, ее зарождении и современном развитии. По данным 2020 года, казахская белоголовая входит в 5 лучших мясных пород и в топ-5 пород мира по показателю остатка сухого корма. Рекордный убойный выход мяса казахской белоголовой породы составил 74,3%. В 2021 году в Нур-Султане в рамках выставки «Казагро Казфарм» прошел конкурс быков казахской белоголовой, ангуса и герефорда. В результате по всем показателям победу одержал 580-килограммовый акбас по кличке Порш, бык из хозяйства Галецкое Павлодарской области.
В августе 2022 года республиканский слет животноводов Даласы-Казаналык-Кызылжар впервые прошел в Североказахстанской области. Быка казахской белоголовой породы там продали за 800 тысяч тенге. Казахских акбасов хотят закупать даже в странах-лидерах мирового мясного животноводства, в частности в Аргентине. Все дело в том, что некоторые засушливые регионы этой страны очень похожи на Южный Казахстан. Популярные мировые породы плохо адаптируются к таким условиям, а казахская белоголовая могла бы стать отличным решением для местных фермеров. Поголовье акбаса ежегодно растет, как и спрос на эту породу. И несмотря на то, что казахская белоголовая выведена специально для условий Казахстана, с ее холодными зимами и летними засухами, местные животноводы считают, что порода может завоевать и рынки других стран, поскольку обладает рядом преимуществ. Акбас дает стабильность и уверенность в завтрашнем дне, ведь природные катаклизмы, тотальное повышение налогов, стоимости кормозаготовки и других составляющих животноводческого бизнеса с казахской белоголовой не так страшны. Этот скот из года в год доказывает на практике, что готов к любым трудностям. Друзья, ну а вы не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ставьте лайк этому видео, и если у вас есть опыт содержания акбасов, поделитесь в комментариях, почему выбрали эту породу и как она показывает себя в вашем хозяйстве. До встречи в новых выпусках!